машина империи подлой. Но мы не из слабонервных. Фильм, который я видел сейчас перед выходом о трагедии в Ингушетии, и дело у нас дома с нашими братьями и сестрами, нас обязывает ко многому. Очень ко многому. Поэтому методы и приемы российского руководства столь хищны, коварны, отвратительны, что только брезгливость вызывает. Надо же дойти до кощунства. Министр обороны Державных Вооруженных сил СССР, бывший, одержал победу над населением, численность которого не превышает 300 тысяч, убивая детей, женщин и стариков. Очередную победу хотят одержать над Чеченской республикой, чеченским народом. И это вписать в историю российских войск как блестящую победу. Мелковаты генералы в России обмельчали. Фильм, который поставлен россиянами, этого одного фильма им достаточно было бы на 100 лет запомнить, какое коварство и зло они сотворили над беззащитным. Вооруженные армадой, танками, БТРами, незащищенных ничем, детей, стариков, женщин, больных. Причем не хватило им артиллерийских залпов, потом начали вырезать горло, груди. И детей бросать свиньям. Если мы это забудем, что это же ждет уже давным-давно и подкрадывается к нам, что это к нам сюда шло в прошлый раз и неоднократно, что это был замысел над нами, и реванши ждут очередной жертвы над чеченским народом и обезглавить то маленькое воинское формирование, которое здесь сейчас набирает первые шаги. От духа, уверенности и хватки вот этой категории командного состава зависит очень многое. Каждому быть готовым, личным примером, горе принести в те дома, откуда оно исходит. Нам подсовывают параноиков, а готовят тягчайшее зло силовыми методами российской гидры. Каждый из нас должен быть готов показать пример самопожертвования, но принеся такое зло обратно в их дома, откуда бы ни исходило. Поэтому готовьте своих подчиненных на самые решительные и дерзкие действия. Не здесь, внутри. Здесь, внутри, народ сам. Сейчас префекты будут народное ополчение поднимать. И подготовку днем и ночью. Каждым солдатом, каждым бойцом. Добровольцев сотни тысяч. Сами сколачивают сейчас отряды и готовятся. Но их надо сейчас взять под крыло главного штаба, чтобы они не разрозненно вели подготовку
всех взять на учет, поставить им конкретную задачу. Они ждут задач. Десятки тысяч уже сформировались, ведут самостоятельную подготовку. Привезли даже инструкторов из-за рубежа. Сами за свои деньги. Сами за свои деньги привезли инструкторов, прошедших огромный боевой опыт. Если кто-то рассчитывает, что просто так с этой гидрой можно вести дипломатические переговоры, и они найдут понимание в этом, посмотрите, сколько лжи, сколько коварства, сколько обмана. И дошло до того, что генералы уже, как девки, торгуют совесть. Те генералы, которые здесь чуть ли не со слезами умиления благодарили за поимку террористов передачи им, сидят в центральном телевидении на экранах и льют беззастенчиво ложь и грязь. Вот уровень, с которым нам придется столкнуться, и уже не раз. Поэтому ожидать от них офицерской чести. Какая офицерская честь? О каком воинском долге можно говорить после увиденного в Ингушетии? О чем с этими людьми можно разговаривать? Ни морали, ни нравственности, ни чести, ни совести, ни достоинства, ни ответственности. Животное быдло, созданное на землю для наказания слабо защищенных и обманутых. Молодцы против овец, но против молодца сама овца. Овцы. И надо же честь генералов, мундир генерала пачкать с такой ложью, садиться и поддаться, значит, на какую-то клевету. Вот кто управляет войсками этой гидрой. Поэтому с ними только беспощадность ответного удара, беспощадность, дерзкость в самое сердце. Не здесь внутри, когда затеет войну над народом, мирным населением, и вергнут ужас от вандализма и дикость цивилизованных вооруженных сил бывшего Союза, а ныне Российской империи. Так что нам придется воспитывать своих сынов в духе смертников. И сами должны быть в этом же духе. Если кому это не под силу, это будет беда, лучше в эту структуру не входить. От России пощады не ждите. От нынешней России, от ее руководства.